Здравствуйте, это новости Татарстана, в студии Лина Зинатуллина. Сегодня завершающий день визита Рустама Минниханова в Турцию. Президент Татарстана встретился с президентом Турецкой Республики. Обсудили экономическое сотрудничество. Как отметил Рустам Минниханов, наши контакты дают хороший импульс к развитию Татарстана-турецкого торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, направленного на укрепление отношений между Россией и Турцией. Мы стремимся выступать эффективным связующим звеном между нашими государствами. Важно, что стороны настроены на дальнейшее развитие контактов. Реджеп Таyyip Эрдоган обратил внимание на деловой костюм президента Татарстана. Хорошо выглядите, красиво. Также Рустам Минниханов встретился с председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом, который отметил: мы наблюдаем у наших предпринимателей увеличение интереса к Татарстану. Так, 1/4 часть наших инвестиций в Россию приходится именно на вашу республику. В свою очередь Рустам Минниханов заверил, что Татарстан дорожит отношениями с Турцией как с одним из ключевых партнеров. Отметим, что первый протокол межпарламентского сотрудничества был подписан 26 лет назад. С тех пор парламенты двух сторон активно взаимодействуют. Турция и Татарстан создадут совместную торговую палату, а между КАМАЗом и местным заводом по производству автодеталей подписано соглашение. Сегодня в Анкаре президент посетил ряд предприятий и встретился с бизнес-сообществом. Какие варианты сотрудничества предложили Татарстану, знает Рамиль Галиуллин. Анкара – столица Турции. Население больше 5 миллионов человек. Это второй по значению и потенциалу экономический центр страны после Стамбула. Первая точка в программе президента – завод «Карба Автомотив». Предприятие занимается производством модулей для шасси грузовых машин. Их продукция поставляется в 45 стран мира. В марте этого года турецкая компания посетила завод КАМАЗ. Сейчас они рассматривают варианты сотрудничества. Турецкая республика уже исторически для нас очень близка. Отношения между нашими государствами, слава богу, очень позитивные. Конечно же, в любых отношениях торгово-экономические, бизнес-отношения – это некое связующее звено. Руководство турецкой компании благодарит Рустама Минниханова за личное участие в продвижении всех татарстанско-турецких проектов. Итог встречи – подписание соглашения между Карба и КАМАЗом. Сегодня в Татарстане работают 10 турецких заводов. Идет работа над новыми проектами. Наши нефтехимические и автопромышленные компании заинтересованы в выходе на турецкий рынок. Об этом Рустам Минниханов говорил на встрече с министром торговли Мехметом Мушем. Он назначен на эту должность 2 месяца назад и уже встретился с делегацией Татнефти. На прошлой неделе я принимал делегацию из Татарстана, как раз относительно их инвестиций. Очень благодарен, мне докладывали. Просьба господин министр поддержать проект. Друг друга они слушают практически без перевода. Настолько родные языки. Станут ближе и экономические отношения. Договорились создать совместную торговую палату. Мы видим, что наши компании, они не только в России, в Турции должны работать. Татарстан открыт для новых инвесторов. Президент пообещал всестороннюю поддержку турецким компаниям. На круглом столе с местными бизнесменами Рустам Минниханов отметил сильные стороны республики. Это добыча и переработка нефти, производство и экспорт каучука, самолетов и вертолетов. Деловой марафон продолжился встречей с министром промышленности Турции Мустафой Варанком. На самом деле мы чувствуем такую доброту, теплоту. Как подчеркнул Рустам Минниханов, виден большой потенциал сотрудничества между Иннополисом и местной IT-долиной. Турция по-прежнему в топе основных бизнес-партнеров Татарстана. Товарооборот между регионами за прошлый год превысил 360 миллионов долларов. Рамиль Галиуллин, ТНВ, Турция. В присутствии президента Татарстана в Анкаре состоялось подписание ряда документов о сотрудничестве между Татарстаном и Турцией. Рустам Минниханов положительно оценил результаты визита татарстанской делегации. Как отметил президент, цитата: «2 дня очень плотной работы дали нам много интересных проектов, которые будут реализованы как на территории Татарстана, так и на территории Турецкой Республики. Хотел бы поблагодарить коллег за насыщенную полезную рабочую программу». Победа в суде. Жительница Казани Эльвира Гарипова добилась предоставления квартиры своей семье. Жили они в ветхом доме, который в итоге сгорел. Исполком отказывался переселять женщину с 2 детьми, и Вахитовский суд счел доводы местных властей убедительными. Однако апелляция поддержала истицу. Юлия Гоголева следила за непростым процессом.
Само судебное заседание сегодня было назначено на 10 часов утра, но решение по делу вынесли лишь около 14:00. И ожидание стоило того. Верховный суд встал на сторону заявительницы Эльвиры Гариповой. И это своего рода прецедент в подобного рода делах, ответчиком в которых выступает исполком Казани. Предоставить Гарипову Эльвире Гримзяловне, Гарипову Эмилию Ринатовичу, Гарипову Рустему Ринатовичу равнозначно благоустроенное жилое помещение. Я, конечно, довольна. Я не ожидала. Это столько волнений было. За мной тоже люди стоят, они тоже верили. Жилье в двухэтажных домах поселка Мост-Отряд-3 в свое время получали сотрудники предприятия «Волга-Мост». В 2011-м строение передали муниципалитету. В 2012-м в 2 домах произошел пожар, и они были признаны аварийными. Через 6 лет такой же статус получили остальные дома, и в 2020-м их жители переселили. Без квартир остались только погорельцы, при том, что еще 8 лет назад у них на руках было постановление исполкома о выделении жилья. Мы до последнего, до 2019 года, мы никаких мер не предпринимали. И вот когда уже эта программа расселения началась, нам сказали, что наш дом не входит в эту программу, так как у него аварийность признана в результате пожара. Позиция исполкома – аварийными их дома признаны в результате пожара, а не ветхости. Значит, на новое жилье претендовать не могут. В результате жители 5 семей, как и Эльвира Гарипова, до сих пор вынуждены жить на съемных или ипотечных квартирах. Дело сложное действительно. Очень много юридически значимых документов, которые подлежали оценке. Доказать свою позицию в Верховном суде представитель исполкома не смог и даже не сослался на норму закона, по которой жители дома не имеют права участвовать в программе переселения. 2 слова буквально скажите. Пресс-службы я комментарий не даю, к сожалению. Обжаловать решение Верховного суда исполком Казани имеет право в течение 3 месяцев. Будут ли подавать кассацию в Самарский суд, пока неизвестно. Юлия Гоголева, Данил Филатов, ТНВ, Казань. В Татарстане массовый мор пчел. Гибель уже зафиксировали в 5 районах республики. Во всех случаях после обработки полей пестицидами. Пчеловоды переживают, что повторится история 2019 года. Тогда, по официальным данным, погибли 3500 семей, а общество пчеловодов говорит о 20 тысячах. За 2 года проделана масштабная работа по недопущению таких ситуаций. Однако пчелы продолжают гибнуть. Что не так, в причинах разбиралась Алия Хайрудинова. Пестициды. Позавчера прошли по травы, тоже 90 пчелосемей одного пчеловода погибло. И такие истории по всей республике. Пчеловоды Арска, Муслюмова, Тетюш, Пестрецов, Буинска уже подсчитывают убытки. Есть случаи, когда поля обрабатывают в одном районе, а пчелы гибнут в соседнем. В прошлом году в Савинском районе была обработка пчел, в Тетюшском районе, Тюлятинском районе погибли пчелы. В Кукмарском районе погибли пчелы, когда обработали в Кировской области. Это приграничное, отсутствует информация, то есть оттекается информация. Сейчас пчеловоды переживают, что повторится история 2-летней давности. Тогда из-за щедрого полива пестицидами медоносного рапса, по официальным данным, погибли 3500 пчелосемей по всей республике. По данным общества пчеловодов Татарстана, эта цифра перевалила за 20 тысяч. Разница объясняется просто. Паспорт пасеки оформляют не все или занижают количество ульев. Вот сколько мертвых пчел. Это после обеда поставил этот лоток. У арского пчеловода Нурулы Закирова погибли 35 семей. Паспорта пасеки нет. В хозяйственной книге сельсовета указано лишь 10 ульев. Вернуть потери в полном объеме он не сможет. Если он обратится в суд, в суде у него в первую очередь потребуется пасек потребует, сколько количество. И даже сельсовет, если справка, то, что он записан в сельсовете, то, что у него ущерб только на 10 ульев, возможно, у него только подавать. Паспорта вводили после мора 2019-го специально, чтобы застраховать пчеловодов от таких случаев. Если у тебя много пчелосемей, то будь обязан оформить паспорт пасеки. Потому что это и для клиента, который покупает у тебя мед, удостоверение, то, что твои пчелы не заразны, твой мед качественный. И для того, чтобы защитить свои права. Сейчас в Татарстане нет аккредитованной лаборатории. В случае массового мора пчел биоматериал везут в Башкирию или Алтай. Естественно, никто из пчеловодов не готов нести такие расходы. А татарстанские лаборатории не сертифицированы. То, что есть не аккредитованные, это безответственность, они не отвечают
отвечают за свои действия. На днях вступит в силу федеральный закон о пчеловодстве. В нем будут четко обозначены отношения между аграриями и пчеловодами. Обработка полей в радиусе 7 километров от пасеки сильными пестицидами будет запрещена. Такова дальность полета пчелы. Оповещение станет обязательным за 3 дня. В любом случае аграрии и пчеловоды должны договариваться, в том числе и с соседними районами. Алия Хайрудинова, Адель Миндубаев, ТНВ, Татарстан. Украсть и похвастаться. По всей стране подростки начали воровать колпачки с колес автомобилей. Такой криминальный челлендж появился в ТикТоке. В погоне за лайками и просмотрами дети скручивают колпачки десятками, в основном цветные или брендированные. Почему вернулся тренд 90-х годов, когда ТикТока еще не было и в помине, и к чему может привести такое соревнование, разбирался Салават Мухаммадулин. Лайки, просмотры, комментарии – все ради них. Новый тренд в ТикТоке стал головной болью для автомобилистов. Утро теперь у них начинается не с кофе, а с проверки колес. Все ли на месте? На передних колесах у меня стоял колпачок брендированный с логотипом машины, а на заднем стоял обычный, без логотипа. И его не сняли. Так 3 колеса на автомобиле Никиты Никитина остались без колпачков. Ворам приглянулись именно брендированные экземпляры. Машина стояла во дворе дома. Злоумышленники промышляли либо вечером, либо ночью. Стоимость небольшая, то есть по сути это мелкая кража, то есть там рублей 100-150 стоит один колпачок. В итоге неприятно, когда видишь видео в интернете с миллионами этих колпачков с разных машин. И я думаю, не только я разочарован был в этот момент, когда не нашел колпачки. Причем поймать с поличным таких подростков довольно затруднительно. Чтобы снять один колпачок, требуется всего лишь 3 секунды. 4 колеса – 12 секунд. Наш эксперимент показал, что времени надо очень мало. Поэтому за руку ловят редко. Но если верить этому видео, оно снято в Казани, то кому-то все же удалось это сделать. Давай, покажи. Говорит, что продают их по 20 рублей, делают бизнес. С этой машины тоже снял. Стой. Ну что, говорите, куда мне ему колпачки засунуть? На пунктах шиномонтажа прием таких колпачков отрицают. По словам работников, они не в дефиците, да и нет в них сильной необходимости. Чем это может быть опасно, скажите? Или... Ну, то, что будет загрязняться сам вот этот ниппель, там будет загрязняться. И, в принципе, все. То есть это не совсем страшно? Нет. А если загрязнится ниппель, что будет? Ну, просто трудно будет это там отворачивать, уже когда разбираешь. Куда более серьезными могут быть последствия самого факта кражи. Заявление на ребенка в полицию. Вызов родителей, постановка на учет. В ряд отдел полиции поступили заявления о снятии с колес транспортного средства индикаторов давления в шинах, колпачков. В настоящее время по данным фактам проводятся проверки. По окончанию проверок будут приняты процессуальные решения. Почему подростки в погоне за лайками готовы даже воровать? Психологи связывают это с желанием подростков выделиться и выглядеть круто. Механизм подражания и плюс механизм демонстрации. То есть, когда мы вливаемся в общество, мы хотим, наверное, уже потом свою уникальность как-то проявить. А как ее проявить? Через достижения. А самое простое достижение – это действия. И вот эти действия не совершаются, но, к сожалению, деструктивные. Но проявлять себя можно и не причиняя вреда другим. И в первую очередь объяснять это должны родители, говорят эксперты. Тренд колпачков рано или поздно пойдет на спад. Только если ребенка за правонарушение поймают за руку, то это уже будет совсем не игра. Салават Мухаммадулин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Жара в Татарстане не сдает позиции. В Казани ввели ограничения на движение большегрузов в дневное время. При температуре воздуха выше 32 градусов они смогут проезжать по дорогам города только с 10 вечера до 10 утра. Запрет не распространяется на пассажирские автобусы, транспортировку грузов, необходимых для ликвидации последствий ЧС, а также на перевозку строительных материалов. Если водитель уже в городе, он должен оставить свой автомобиль на ближайшей стоянке для большегрузов. Если таких стоянок на пути нет, то припарковаться на обочине. В случае возникновения нештатных ситуаций можно обращаться по телефону, указанному на экране. Сделать прививку от коронавируса теперь можно и во дворе. Пилотный проект под девизом «На прививку всем подъездам» впервые стартовал в Татарстане. С этой недели бригада медиков поликлиники 16-й горбольницы проводит вакцинацию у домов Московского района столицы. Сейчас в республике привились почти 480 тысяч жителей. Вторую дозу получили более 347 тысяч. Как защититься от коронавируса, не отходя от дома, расскажет Наталья Мезина.
а у нас во дворе. Во дворе дома номер 115 по улице Декабристов теперь жители смогут спеть эту песню на свой лад. Ведь у них уже второй день подряд прямо во дворе работает мобильный пункт вакцинации, где привиться может любой желающий. Бабушки на лавочке обсуждают главную тему дня – вакцинацию у дома. Труженик тыла Татьяна Борисова сделала прививку самой первой. Нужно защититься. И я первый, думаю, пойду этот укол сделаю. Легко, не болезненно и без очереди, бесплатно. Пожалуйста, прививайтесь. На свежем воздухе и в 2 шагах от дома. Прием ведут знакомые врачи со своего участка. Параллельно пациенты задают вопросы о своем здоровье. Главное – не забыть паспорт и полис. Для пожилого населения в жаркую погоду такие мобильные пункты – настоящее спасение. Не хочу болеть. Даже если заболею, то, говорят, вроде полегче переноситься будет. А сейчас тем более вот слушаем информацию. Из Индии какой-то очень вредный вирус пришел. У меня очень сильно переболела сестренка. Короче, ее еле спасли. 57% у нее легких было поражено. У знакомых 3 смертельных случая. Пилотный проект под лозунгом «На прививку всем подъездам» стартовал на этой неделе. Это инициатива поликлиники 16-й горбольницы. О своем приезде они оповещают заранее. Во дворе домов мы повесили объявление. Приезжаем с 9 до 12, прививаем желающих. Эта акция больше всего предусмотрена на категорию лиц 60+, так как им тяжело дойти до поликлиники. Завтра медики ждут желающих сделать прививку на улице Юго-Западная, 34. Уточнить расписание бригады можно в регистратуре. Наталья Мезина, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Министр по делам молодежи Дамир Фатахов встретился с учениками 175-й гимназии, которые сейчас отдыхают в Анапе. Напомним, на Черноморское побережье отправился 231 ученик. Средства на отдых были собраны Красным Крестом по поручению Владимира Путина и под личным контролем Рустама Минниханова. Сейчас с детьми работает педагогический отряд Кубанского педуниверситета. В этом сезоне на море отправятся 3 смены. Отдохнут 600 учеников 175-й гимназии. Хорошие условия, хорошее питание. Мы пообщались и с работниками на кухне. Они рассказали нам, как обеспечивается весь процесс питания. Поделились с нами, что и добавку дети просят. Все здесь в рамках всех требований санэпиднадзора. Независимо от того, что из других регионов тоже здесь дети присутствуют. Все проходит дружно, дай бог, чтобы оно так и дальше продолжалось. Мы будем держать эту работу на контроле. 13-летний Рузаль Егоров из Челнов летний отдых проведет в лагере в Татарстане. Получить путевку помогла «Единая Россия». Мама мальчика Миляуша Егорова обратилась в общественную приемную партию с просьбой бесплатно организовать отдых ребенку. У мальчика серьезные проблемы со зрением. Мама воспитывает его одна, никакой поддержки от отца не получают. Все доходы уходят на лечение. Обращение сегодня приняла депутат Госсовета Светлана Захарова. Уже предложены варианты. Маме остается выбрать наиболее приемлемый для ребенка вариант отдыха. По ребенку мы решили вопрос, предложено было несколько вариантов, и сегодня мы до конца отработаем этот вопрос с Набережными Челнами, с лагерями или «Радуга», или «Саулык», где несколько лагерей, то есть, и думаю, что ребенок хорошо и отдохнет в нашем лагере. Мы удивились, и все так быстро произошло. Нам позвонили, отозвались и предложили путевку, мы были очень счастливы. Путешествия по Волге могут стать одним из важнейших туристических направлений в Приволжском федеральном округе. Однако основное препятствие сейчас – высокая степень износа круизных судов. С рядом предложений по совершенствованию законов в сфере туризма обратился Фарид Мухаммешин к Ассоциации законодателей Поволжья. Заседание прошло сегодня в Оренбургской области с участием глав парламентов из 14 субъектов. Совещание провел полпред президента России в ПФО Игорь Комаров. В топе вопросов оказалась и реализация национальной политики. Фарид Мухаммешин отметил, что работа Ассамблеи народов Татарстана – важнейший инструмент помощи органам власти в этом вопросе. Глава парламента предложил тиражировать этот опыт, а также подумать о создании подобных институтов в регионах.
Ассамблея народов России получит государственный статус. Об этом сегодня сообщил председатель Совета Федеральной татарской национально-культурной автономии Ильдар Гильмуддинов. С получением государственного статуса будет еще больше помощи от государства. Филиалы Ассамблеи народов России появятся в каждом регионе. Национальным организациям будет больше внимания. Напомним, в Татарстане активно работает Ассамблея народов Республики. Развиваются дома дружбы. В преддверии переписи взаимодействие с населением должно только укрепиться, отметил Ильдар Гильмуддинов. Это нужно и для федерального центра, это нужно для Татарстана, для того, чтобы формировать свои программы, какую поддержку мы в будущем будем оказывать нашим соплеменникам, проживающим за Татарстаном. В каком объеме, сколько нужно учебников, сколько нужно, программ, сколько нужно отправлять там на участие в культурных проектах программ. Гигантский скачок в сфере энергетики совершили на Нижнекамск нефтехимии. На предприятии состоялся розжиг газотурбинной установки номер 1. Парогазовая установка – передовая технология в электроэнергетике. КПД парогазового цикла, примененного на ПГУ ТЭС ПАО «Нижнекамскнефтехим», превышает 50%. Это примерно на 13-20% больше, чем КПД паросиловых ТЭС и ТЭЦ. Это гигантский скачок в сфере энергетики. Сжигая газ в газотурбинных установках, мы вырабатываем электричество в 2 генераторах последовательно. То есть сначала в генераторе газотурбинной установки, а потом в генераторе паротурбинной установки. Для работы на строящейся парогазовой установке сейчас набирают персонал. Подготовка кадров идет параллельно со строительно-монтажными работами. В настоящий момент принято около 80% оперативного персонала. Розжиг первой газотурбинной установки событие является одним из ключевых в ходе пусконаладочных работ ПГУ ТЭС. К нему тщательно готовились все сотрудники электростанции и генподрядной организации. Сначала нужно было обеспечить безопасность, подготовить документы и получить согласование Ростехнадзора на подачу газа. Только после того, как наши системы безопасности в корпусе, в здании подготовки топливного газа были введены в эксплуатацию, мы только после этого и генподрядчик, и мы дали добро на то, чтобы дать газ. У нас общее количество персонала на сегодняшний день порядка 750 человек, в том числе и специалисты пусконаладочных организаций. Продолжается наладка оборудования различных систем. В скором времени планируется произвести розжиг второй газотурбинной установки. В настоящее время идет наладка газовой турбины и компрессорного оборудования. В эту субботу в Казани пройдет любимый многими Сабантуй. По старой доброй традиции этого праздника в столице сегодня собирали подарки для батыров Сабантуя. Праздничные повозки с лошадьми, с музыкантами, артистами проехали по главным улицам города. На каждой остановке предприятия и учреждения города передавали подарки. Сборщики благодарили танцами и песнями. Передали подарок даже от Рустама Миниханова. О том, как красивая сельская традиция покорила город и сердца туристов, Вероника Гандинова. В самом центре Казани, в Кремле, народные танцы, песни, игры. Так весело в столице готовятся к национальному празднику Сабантуй. А это добрая традиция – сбор подарков для батыров Сабантуя. Рустам Нургалевич Минихановның әмірі бойынша мен сіздің Первые подарки от Рустама Миниханова. Эти 3 смартфона он купил на личные средства. Их подарят детям, победителям соревнований Сабантуя. За подарки громкое «Рахмет». Это забытая традиция. Раньше собирали везде, в Казани, во всех районах, во всей республике. Мы эту традицию возобновим. Одновременно с Кремлем такие же повозки стартовали с площади Свободы, Туановлом, Старо-Татарской Слободы, и отправились они по главным улицам города. Ценные подарки батырам передают сегодня десятки организаций. Вот площадь перед театром Мусы Джалиля. Подарки здесь передали от правительства республики, Госсовета, Министерства культуры. Для гостей праздника настоящий Сабантуй с народными играми, битье горшка, бег в мешках. Далее мэрия, кафе, рестораны, отели, сувениры, картины, посуда, сладкие подарки. Вот дарят даже велосипед. Создают атмосферу, колорит для сохранения своей идентичности. Поэтому эти праздники очень приятно смотреть поднимают настроение. Туристам, всем, кто проходит мимо, очень интересно. Нас снимают на видео, на фото. Нам самим очень весело. Чувствуется дух Сабантуя. Очень понравилось. Молодцы. Ребята прям выложились, несмотря на такую жару. Молодцы. Очень здорово. Жара такая, что лошадей в пути поят несколько раз. Караван путь держит на конечную точку, к театру Камала. Здесь свой маленький майдан Сабантуя. Большой концерт и отрывок спектакля «Голубая шаль».
Это дух захватывает, вы знаете, это потрясающе. У нас в Сибири так холодно, а здесь прям как раз здорово все. И выиграл приз еще. Здорово, что этот праздник в Казани начинается так, как нужно. Необычно также проходит и в сельской местности, но почему бы и нам в Казани это такой праздник не устроить для наших горожан, для гостей. Я думаю, что каждый подарок здесь найдет своего героя. Становится более интереснее. Становится вот эта атмосфера быта, социального, вернее, сельского быта, как это проходит, деревья приходит сюда. Это и возрождение традиции, и привлечение туристов, и создание настроения. Подарки собраны, значит, щедрому Сабантую быть. Вероника Гайнудинова, Александр Вольнов, Айгуль Батрудинова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. А на этом пока все. Всего доброго и до встречи в следующих выпусках. В студии София Егорова. Здравствуйте. Время новостей о погоде на ТНВ. В предстоящие сутки температура достигнет максимально высоких значений. Дожди не прогнозируются. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах и Азнакаево ожидается переменная облачность и осадки. Однако будет все так же жарко, плюс 32 градуса днем. Очень жарко в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге, плюс 33-34 градуса, возможны осадки. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше температура также бьет рекорды, плюс 34 градуса. В Арске, Кукмаре и Балтаси жара напоминает зной тропиков, днем до плюс 34. В Болгаре, Дрожжином, Буинске малооблачно и без осадков. Очень жарко, 33-35 градусов выше 0. Не понижается температура в Альметьевске, Чистополе и Мамадыше, и также без осадков. По долгосрочному прогнозу на ближайшую неделю изменений в погоде не ожидается. Температурный фон будет превышать норму на 7-9 градусов. В Казани малооблачно и сухо. Ночью температура воздуха около 24 градусов, а днем повысится до плюс 33, местами до 35 градусов выше 0. Ветер северо-западный порывистый, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 46%. Жара может негативно сказаться на самочувствии, а также стать причиной пожаров. Пожалуйста, будьте внимательнее к своему здоровью и при обращении с огнем. На этом наш выпуск завершен. До свидания.